Быстрей, быстрей, Донди! Осторожно, не упади. Здравствуй. Здравствуй, бежим, мы опаздываем. Ой, я не могу так быстро. Ну вот, опоздали. Это из-за тебя. А я маме помогала. Жалко, что у тебя велосипеда нет. Зачем велосипед? Вот поедем в Ашхабад, там на автобусах, троллейбусах ездить будем. Да, ты с отцом говорила? Нет. А чего ждешь? Я не жду, я боюсь. Попроси мать, пусть она поговорит с ним. А если он ее не послушается? Отец, отец, мы это решать будем. Ты считаешь? Ну что ты, Донди, постой. Постой же. Мы обязательно поедем учиться. Ты же помнишь, как Газели с Амат уехали? Ведь их родители тоже были против, и ничего, небо же не упало. Представляешь, мы с тобой в Ашхабаде. Ашхабад. Что, не знаешь, где дорога? Кто это, а? Туре-ага, уважаемый человек. Ну и что? Если уважаемый человек, значит, может ездить где угодно? Ха. Жена, ты где? Здесь я, здесь. Ты что это надумала? Кибитку разбираю. Это еще зачем? Тебе кто разрешил? Что с тобой, отец? Кто разрешил, я тебя спрашиваю? Кибиток давно уже ни у кого нет. Ну и Донди мне говорила, что нам она не нужна. Да-да, она так и сказала. А больше она тебе ничего не говорила? Больше? Не понимаю тебя. Что она должна была мне сказать? В чем дело? Распустила ты свою дочь. У всего аула на глазах разгуливает с парнем. Да что ты? Не может быть. Тебя обманули. Обманули? Не могла наша дочка так поступить. Ты, жена, перестань ее защищать. Лучше гляди за ней. И чтоб больше никаких кино, прогулок, кружков, собраний, никуда из дома. Никуда, слышишь? Ну что ты, отец? Она ведь у нас единственная. Проглядела дочку. Единственная дочь. Ни стыда, ни совести. Да лучше бы ты вовсе не появилась на этот свет, чем так своих родителей опозорить. Правильно говорят. Держи камыш крепче, а то он руку порежет. Пей, отец. Спасибо. Да, ветерок поднимается.
Может, халат принести? Нет, не надо, сынок. Тогда я пойду. Ты про телевизор не забыл, что он у нас сломался? Нет, мастер скоро придет. А что за мастер? Мой бывший ученик. Недавно техникум закончил. А вот и они. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы вас поджидаем. Здравствуйте, рад, что пришли. Здравствуй, Сердар, как твои дела? Дела идут. Пожалуйста, Здравствуйте. садитесь. Что с телевизором? Если б я знал, Гершим, я бы тебя не вызвал. Понятно. Скажи, Сердарджан, почему ученик понимает, как починить телевизор, а его учитель не понимает? Ну, не знаю. Может, просто учитель не такой способный, как ученик, а? Ну, Дедушка, а какие вам передачи больше нравятся? про басмачей я люблю кино, сынок. С басмачами-то вы, наверное, дрались, а? А ты как думал? Пришлось, конечно. Я был тогда лихой джигит. За революцию сражался. Тут недавно командира нашего полка по телевизору показывали. Богатырь. Вот я и жду теперь, может, и меня когда покажет. Не знаю, отец, удастся вам увидеть себя молодым. Ведь это Бешим чинит телевизор. Ну и что? Да он же до сих пор никак не может починить большие круглые часы, что на площади висят. Джигит, что там такое? Выпускной вечер десятиклассников. Ну и музыка. А я уж решил, что где-то и шаг орет. Да что вы, Сердар Ага. А. Да вы послушайте. Это же саксофон. Эх, под такую музыку. Я часто танцевал, когда учился в техникуме. И неудивительно, что вы не узнали саксофона. Чтобы разбираться в музыке, надо быть образованным, интеллигентным человеком. Правильно, я необразованный, неинтеллигентный человек. И не жалею об этом. Ну почему, Сердар Ага? Да потому. Такие интеллигенты, как ты, болтать-то умеют, а пользы от них никакой. Ну зачем вы так? Я же не хотел вас обидеть. Энвер, а ты не знаешь, почему Тараева не пришла? Не имею понятия. Позже, когда вечер кончится, зайдем к ней. А, ты дома? А мамы что, нет? Нет. Почему ты такая грустная? Ты что, доченька? Подойди ко мне. Что-нибудь случилось? Что случилось, доченька? Папа, я хочу с тобой поговорить. Обиделась, что не пустили на вечер? Нет. А, знаю, знаю. Мать говорила. Хочешь поехать в Ашхабад? Да. А сколько лет надо учиться там? 5 лет. Ага. 5 лет.
Целых 5 лет. Как же мы с мамой будем жить без тебя столько времени? Ты же знаешь, какое здоровье у матери. Да и я ведь не молодой. Ты об этом подумала? Да. У меня же тут для тебя подарочек. Вот, посмотри. Ну как? Нравится? А? Тарега, вы дома? Пришел кто-то, я пойду. Так ты подумай, доченька, о чем я тебе говорил. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Очень рад, что зашли. Проходите, пожалуйста. Да нет, спасибо, поздно уже. Ваша дочь почему-то не пришла сегодня на вечер. И мы с Энвером, он комсорг, принесли ее аттестат. Ну что ж, спасибо. Видите, захворала дочка. Неважно, чувствует себя. Да, жаль, что так получилось. Хоть бы вы пришли на вечер, Тарега. Много хорошего говорили о вашей дочери. Загляните в аттестат. Одни пятерки. Она умница. Я знаю. Да, таким способным девушкам, как ваша дочь, обязательно нужно учиться дальше. Это и для них важно, и для нас. Поверьте, Тарега. Кстати, как вы думаете, может ей пойти в институт? В институт, говорите? Неплохое дело. Так ведь теперь дети с нами не советуются. Делают то, что им нравится. Да что ж мы здесь стоим? Заходите в дом. А Джамал! Да нет, спасибо, Тарега. Мы пойдем. До свидания. Ну что же, до свидания. До свидания. А, пришла уже. На-ка, держи аттестат Донди, а я на лошадей взгляну. Как вы думаете, отпустит он Донди? Не знаю. Но ведь не отпустить учиться, это же преступление. Ты слишком категоричен. Я не понимаю все-таки. Почему вы не принимаете никаких мер? Почему бездействуете? Ведь решается судьба вашей лучшей ученицы. И потом Донди не исключение. Что ж, постараюсь объяснить тебе. Все это непросто. Взять и заявить, что так вот поступать правильно, а так вот нет. Дело несложное. И выглядит это принципиально. Да. Но все дело в том, что проку от этого никакого. Так что же, уступать нужно? Веками складывались обычаи нашего народа. Да. Возможно, не все они хороши, Энвер, но они вошли в кровь. Они живучи. Да. Вы, молодые, выбираете свою дорогу. Это ваше право. Но тут надо проявить такт, чтобы не обидеть родителей. И, надеюсь, ты со временем это поймешь. Ну что, пора по домам. До свидания. Зайди попрощаться, когда поедешь в Ашхабад. Угу. Обязательно зайду, учитель. До свидания. Раджан, куда ты? Подожди. Не-а.
Останавливайтесь. Рысью. Рысью. Дайте коням остыть. Да, место мы выбрали правильно. Привольно им здесь, свободно. Взгляни, Туре, ямы для жеребят не мелковаты? Да нет, нормально. Смотри, как он вытягивает шею. Тяни, тяни, не ленись, это тебе на пользу. Когда вырастешь большой, шея у тебя будет длинная, далеко вперед видеть будешь. И под ноги привыкнешь смотреть, соображать, куда ступаешь. На, держи чай. Спасибо, это не помешает. Не могу понять, для чего мы эти ямы копаем? Почему бы нам для жеребят обыкновенные ясли не поставить? Ты, конечно, доктор, ученый человек, никто не спорит. Вот только с конями ты год возишься, а мы всю свою жизнь. Придется, видно, изучать тебе нашу науку. Я, Мурат ага, естественно, очень уважаю ваш опыт. Но вот чтобы где-нибудь корм жеребятам в ямы закладывали, такого я еще не слышал. Не слышал? А скакуны наши, доктор, на весь мир когда еще славились. Да и сегодня равных им нигде нет. Ямы, доктор, выдумка не моя. Это от наших предков еще идет. Скакун, как человек, хорошо видеть должен, куда ноги ставить, по какому пути идет. Так, что же ребенком? Скоро здесь будет. Не возражаешь, Туре, если я сам им займусь? Хорошо. Мы из него вырастим чемпиона. Само собой. Хадже, скажи, тренировку нужно начинать. Ага, иду. Туре ага, вот список лошадей на аукцион. Председатель утвердил. Что? Вы решили продать Акуша? С ума сошли? Я, Туре ага, тут совершенно ни при чем. Велели, я передал. Нет, Аманджан. Из этого ничего не выйдет. Я вам его продать не позволю. Продать Акуша. Да ведь он не просто замечательный скакун. Когда я смотрю на него, кажется, вот она красота нашей земли, душа нашего народа. И если мы расстанемся с ним, то разве не обеднеем? Эй, Бешинджан, не выходит у меня. Иди посмотри сам. Ваша схема есть, Сердар ага. Да кто же в этой схеме разберется? С ума сойти можно.
Оказывается, трудно разобраться в предельно элементарной схеме. И это в наш век генетики и космических полетов. Надо непрестанно учиться. Сегодня знания определяют ценность человека. Нельзя отставать от жизни. Это верно, конечно. А скажи, Бешимджан, насыпали в эти контейнеры химию, ну а потом-то что? Ну, а потом контейнеры грузят в самолет. Из самолета сыплют химикаты на пески. Это делается для того, чтобы укрепить их. Ага. Ну, для того, чтобы превратить пески в плодородную землю. И вот только затем на эти укрепленные пески высаживают плодовые деревья. И после, куда ни глянь, ни песчинки, кругом цветущие сады. Понятно. Вот выходит наука-то, а? Да ведь так от наших песков не останется ничего. Так, что ли, получается? Только непонятно, для чего это. Да, уж это точно. А про науку, конечно, он может рассказать. Он про нее все знает. Одного только Бешим не знает. После химии этой здесь саксаул хотя бы будет расти, а? Чего ж ты замолчал? Здесь яблоки да гранаты вырастут. Для чего же вам тогда понадобится саксаул? Интересно. Яблоки, гранаты, все это хорошо, кто спорит. Да только по этому песку наши отцы и деды ходили, а он вдруг исчезнет. Что ж тут хорошего? Мне это не нравится. Верно. И хорошо получается. Мне это тоже не нравится. Мама, что это там у Таре происходит? Кто бы это мог к ним пожаловать? Да вроде сват приехали, Байрам. Ну, конечно, у него же дочь на выданье. Недаром говорят, у кого дочь, у того дверь в дом открыта. Убрали бы со стола. Ну, у Таре не для всех дверь открыта. У меня все готово. Сынок, Я ты куда? А, обед. Тебе помочь? Да нет, я сам. Здравствуйте, Мурат. Добрый день. Какой ты молодец, а? Без подарков никогда не проезжаешь. Так ведь и уеду я не с пустыми руками. А, вы поглядите-ка на него, ну и хитрец. Правильно, правильно. Не с пустыми руками говоришь, да? Здравствуйте, дедушка. Здравствуй. А учитель дома? В городе мой сын. Он на конференцию уехал. На конференцию уехал. Садись, выпей чайку, сынок. Нет, спасибо, не хочу. Пойду я, дедушка. Извините. Донди, Айнвер, ты откуда? поговорить с тобой нужно. Прямо сейчас. Да, сейчас. Нас могут увидеть. После поговорим. Донди. Постой. Перестань, Энвер, увидят, пусти. Нет, погоди. Перестань, Энвер, очень тебя прошу. Ты что-то скрываешь от меня. Не выдумывай, ничего я от тебя не скрываю. А сваты тоже не скрываешь. Какие сваты? Которые баранов привезли. Бараны? Таких мой дядя привез. Дядя? Да.
Твой дядя? Чей же? Ну, голова. А я думал, сваты. Даже к учителю побежал, чуть не сошел с ума. Но вот честное слово. Представляешь, совсем уже было собрался идти к твоему отцу. К отцу? Да. А что б ты сказал ему? Я сказал бы ему, что люблю тебя. Скоро ты уедешь в город, и мы расстанемся. Как расстанемся? Ты что? Отец сказал, что им с мамой будет плохо без меня. Послушай, а что, если мы пойдем к твоему отцу и скажем, что тебе обязательно надо учиться? Нет, Энвер, он этого не поймет. Ну почему не поймет? Я ему все объясню. Не нужно. Ну почему? Ведь чтобы ты закончила институт, нужно не одной тебе. Это нужно мне, ему, всему нашему аулу нужно. Нет, Энвер, он не поймет. Ладно. Пойдем. Я тебя прошу, отпусти. Нет, пойдем вместе. Не надо, Энвер, ничего из этого не выйдет, он не поймет. Но я постараюсь ему объяснить. Но почему не поймет? Ну, прошу тебя, отпусти. Здравствуйте, Тарага. Здравствуйте. Мама, мамочка, ты прости, он хотел как лучше. Лучше. Заходи, Джигит. Заходи. Послушайте, Тарага, я с вами хотел Не торопись. поговорить Проходи. с вами. Да ты присядь, выпьем чай. Ай, Джамал, подай чай. Не стесняйся, садись. Спасибо, Тарага. Я не хочу чаю. Я Подожди, хотел сказать, что... не спеши. Остынь чуток. Эй, Мураджан! Мураджан! А? Оставь пока дрова, иди чайку выпей. Это точно. И верно, не помешает передохнуть. Присаживайся, Мураджан, присаживайся. Послушайте, Тарага, я пришел, чтобы поговорить насчет... Это Джигит, Мураджан. Брат Байрама. Теперь молодые растут быстро. В жизни понимают лучше нас. Торрега. Вот и чай. Пей. Теперь твоя очередь. Бросай. Аман, Эх, не попал, Аманжан. давай ты. Тебя зовут. А? Аманжан, сбегай к бригадиру Байраму, скажи, пусть сейчас же придет к Торрега. Беги. Торрега, я? Замолчи. Пей лучше чай. Мураджан, ты что же? Выслушайте меня, Торрега. Судьба Донди в ваших руках. Вы должны понять, Что? ей обязательно надо продолжать учить. Сынок! Торрега! Вон из моего дома! Убирайся, Вы не пока я имеете тебе права голову не ей оторвал! запрещать! Пошел, Что с тобой? Вы я имеете тебя право! больше не видел! Торрега, успокойся! Сопляк, молокосос! Чтобы духу твоего здесь! Торрега, не что с было. тобой? Успокойся!
Что случилось, дорога? Не имеет он права, Донди, в Ашхабад не отпускать. Щенок, забери его отсюда, Байрам. Щенок. Мало тебе попало. Еще легко отделался. В чужой дом ворвался и начал отца учить, как ему с дочкой обращаться. Совсем обычаи забыл, опозорил нас всех. Твой брат со стыда сгорел. Опозорил? Неправда. Почему я должен жить так, как вы, если я думаю иначе, мама? Ах так. Поглядите, какой умник нашелся в нашем ауле. Не нравится, как мы живем? Можешь убираться. В город поезжай, там как хочешь живи. Позор. И это мой сын. Энвер, иди сюда. Посмотри на этих желторотиков. Даже не оперились еще. Чуть под косу не попали. Совсем крошечные. Это птенцы-перепелки? Да. Пошли, воды попьем. Сейчас. На, пей. Прежде здесь перепелок гнездилось много. Отец мне рассказывал. Уважали отца в ауле. А ты вчера плохо вышла. Очень некрасиво. А на меня и на Таре не обижайся. Хочешь учиться? Езжай в Ашхабад. Хочешь в ауле остаться? Хочешь жениться? Оставайся, назови имя невесты. Донди. Нет, Энвер. О Донди забыть можешь. После твоей выходки Таре нас даже на порог не пустит. Прямо я не знаю, Энвер, как можно обидеть родителей. Сама ты, Газель, когда из дома сбежали, в какое положение своих родных поставили? Те бедные до сих пор людям на глаза показаться не могут. Там кто-то есть. Идем отсюда. Энвер, лучше я пойду. Об Ашхабаде потом Донди, поговорим. ну ты же убедилась. Твой отец тебя не отпустит. Я все понимаю. Но уехать так и оставить их я не могу. Донди, ну почему не можешь? Непонятно. Ты представляешь, какое-то горе будет для родителей. А я не могу быть счастливой, зная, что им плохо. Такое счастье не нужно мне, Энвер. Ты что же, будешь по их милости жизнь губить?
А может сделать иначе? Может, нам обоим никуда не уезжать? Отец любит меня. Отойдет, я надеюсь, и все уладится. Нет, Донди. Мы с тобой обязательно поедем в город и будем учиться там. Мы не можем во всем родителям подчиняться, как бы мы их не уважали. Нас ожидает другая жизнь, понимаешь? Запомни, завтра мы уезжаем с тобой утренним поездом. Приходи на станцию, если любишь меня. Запомни, завтра мы уезжаем с тобой утренним поездом. Приходи на станцию, если любишь меня. Ты представляешь, какое это несчастье будет для родителей. А я не смогу быть счастливой, зная, что им плохо. Такое счастье не нужно мне, Энвер. Мы не можем во всем подчиняться родителям, как бы мы их ни уважали, понимаешь? А, ты здесь, доченька. Молодец, дочка. Золотые у тебя руки. Мастерица ты у меня. Знаешь, я поговорила с отцом. И что он сказал? Ну, вообще-то он не возражает. Ой, как я рада, мамочка. Но он не хочет расставаться с тобой. Он говорит, если ты уедешь, то и мы с тобой тоже. А я думаю, сможет ли он в городе жить. Оставить в его годы родной очаг. Подумай, доченька. На письме тебе причастие. Ну что ты говоришь, действие романа в 1912 году. Ну какие там начинается в мае. Значит, чтобы получить числитель, берем корень из выражения, заключенного в скобки, умножаем на h и возводим все это в куб. Ну а вот в знаменателе получаем b плюс c в квадрате. Эта дробь подставляется в формулу 1. Правильно. Ну, все остальное ясно. Спасибо. Вы не могли бы повторить еще раз? Берем вот эту формулу и подставляем сюда дробь, полученную вот таким способом. Видите? А, понятно. Вот и все. Ой, страшно как. Мне тоже. Да? Ну вы-то наверняка получите 5. Неплохо бы. Вы получите.
Извините. Спасибо за помощь. Я, кажется, прошла. Поздравляю вас. Вы уже посмотрели город? Да нет, не успел. Посмотрим вместе. Пойдемте. Меня зовут Энегуль. А вас? Энвер. А вы не здешние? Ой, нет, что вы. Я из аула. Из аула? А как же вас отпустили родители? Да они не отпускали. А я взяла и уехала. Нет, Энвер. Если им будет плохо, я не смогу быть счастливой. Пойми, ведь это мои родители. Энвер, мы идем? Пойдем. А может, на автобусе поедем? Поедем, я не против. Добрый день. А? Домой едешь? Домой, Курбан-ага. О, перепелки. Для чего тебе столько перепелок, сосед? А это у Хамата спрашивайте. Хамадзян, куда тебе столько перепелок? Скажи, сынок, скажи. Я их в поле выпущу. В поле выпустишь? Не понимаю, зачем же ты тогда их покупал? Хамаджан, лучше оставь перепелок себе, они тебе яички будут нести. Оставишь? Нет. Понимаете, Курбан-ага, Хамат хочет так отметить свой день рождения. Пойдет в поле и выпустит перепелок. А, это ты хорошо придумал, сынок. Молодец. Энегуль, иди сюда. Посмотри. Это работа Самата. Да, интересная картина. А кто такой Самат? Самат? Ну да. Художник из нашего аула. Да? Да. Ему можно позавидовать. Он добился всего, чего хотел.
Не каждый смог бы поступить так, как он. Самат просто молодец. А что он такое необыкновенное сделал? Он любил одну девушку, Газель. Все были против. Его родители, родители Газель. А он ни перед чем не остановился. И что он сделал? Самат правильный нашел выход. Взял и увез Газель. Говорят, они теперь здесь живут, в Ашхабаде, и очень счастливы. А меня восхищает поступок Газель. Чтобы на это решиться, нужно быть очень сильной. И по-настоящему любить. Отец, чай готов. Иду. Ну что, женушка, видишь, какое приданое у нашей дочки? Богатое приданое, правда? Да, отец. Для единственной дочери ничего не жалко. Понадобится, я и дом свой отдать готов. Все хорошо получается. Донди остается рядом с нами в родном ауле. Каждый день видеться с ней сможем. Грустит что-то наша дочка, отец. Глаза у нее невеселые. А что она, прыгать и смеяться должна, по-твоему? Да, перед свадьбой, по нашему обычаю, не грех и поплакать немного. Перестанет Донди грустить, дай срок. Донди умница у нас. Она все понимает. И жених парень что надо. Недавно институт закончила, уже на большой должности работает. На днях смотрины устроим, ты уж постарайся, жена, приготовься как следует. Говоришь, жених на большой должности работает. А он не старый? Нет, мать, он молодой. Умный он и с молоду умный. Вот ему и доверили серьезную работу. Он парень хороший. Так почему же он тогда ровню себе не подыскал? Неужели в его институте не было хороших девушек? Нет, мать. Не в этом дело. Он родителей своих уважает, чтит обычаи народа нашего, предков наших. Хорошая эта семья, раз вырастили такого джигита. Для нас честь породниться с такой семьей. Только бы была счастливой наша дочка. Будет. Будет, даст Аллах. Вот увидишь. Ты иди к ней сейчас. Посиди, поговорите. Да будь с ней поласковей. Ты собираешься пойти куда-то? Да, я за водой схожу. Донди. Мама, я сейчас. Хорошо, иди. Донди! Здравствуй, Донди. Здравствуй. Я хочу спросить, а Энвер пишет? Пишет. Ты помнишь Мухаммеда из 10 Б?
помню. Понимаешь, мы тоже с ним дружим. Он уговаривает убежать. А я говорю, а как же мои родители? А он все свое твердит. Донди, посоветуй мне поехать мне с ним. Не знаю. Извини, Лейла. Доченька пришла уже. Я все понимаю. Вижу. Не слепая. Вот только не знаю, что делать. Мне так хочется видеть тебя счастливой. Не надо, мама. Я все сделаю, что вы с отцом хотите. Только не плачь. Войдите. О, вы дома, мисс? А, Энвер, это ты? Заходи. Я вас приветствую, мисс. Что с тобой? Ничего? Ты что, выпил? Нет, просто у меня прекрасное настроение. Чем вы тут занимаетесь? Танцуете? О, у меня идея. Пойдемте вместе потанцуем. С вами? А куда? Ну, пойдем в ресторан. Вам, мисс, хотелось бы потанцевать в ресторане? А у вас деньги есть? Денег куча. Я вас приглашаю. Прошу, сеньора. Да ну тебя. Şirin sözünü oynap gülsene. Bir de seni yar görüp yanıyar gülüm gelsene. Almanarım çekimlarım coştum deryade. Taştım deryade. Alım kaşlı, gözü yaşlı köydürdün sen gül. Kalbim yandı, hoş halinle koydun sen yavrum. Almanarım çekimlerin kem karıştım yandım köydüm
sırlarım ben araştım yandım koydum Энвер, ты пьешь слишком много. Что с тобой случилось? Да нет, ничего не случилось. Ну перестань. Зачем это? Не нужно, Энвер. Самат? Смотри-ка, Самат. Подожди минуточку. Самат ага. Здравствуйте, Самат ага. Здравствуй. Вы меня не помните? Я Энвер, брат Байрама. Байрама? Да. Ну как там Байрам? Нормально. Самат, мы идем? Подожди. Пойдем с нами. Куда? Ко мне домой. Проходите. Магнитофон где? Тебе что, гитары мало? Надоела она уже. У тебя, я вижу, полный порядок. Простите, как вас зовут? Энагуль. Прекрасно, прошу вас. Располагайтесь поуютнее. Чувствуйте себя как дома. Угощайтесь. Спасибо. Сейчас я все приготовлю. Магнитофон нашла? Нашла. Проходи, Энвер. Хорошо у вас, Самат ага. Энвер. Энвер, а где Газель? Не знаю. Самат, ты бы сварил кофе? Непременно. Возьми вот. Энвер, спроси, где Газель. Мне бы очень хотелось ее увидеть. Иди спроси у Самата, где она. Угу. А, это ты, Энвер. Проходи. Ну, как твои дела? Да вот учимся. Я рад за тебя. Самат ага. Что? А где Газель? Какая Газель? Ну, ваша девушка, которую вы из аула увезли. Вот что. А откуда ты это знаешь? Знаю, Самат ага. И считаю, что вы поступили верно. Да. Было такое. Теперь все по-другому. Как по-другому? Давай не будем об этом. Такие вот дела. Ну, ты еще молодой, ты этого не поймешь. Короче, мне от вашего аула ничего теперь не нужно. Плевать мне на него. Самат! Самат, ну сколько можно ждать? Что ты там делаешь? Видишь, мне и так неплохо живется.
Никто не нудит, этого нельзя, это не по обычаю. И тебе советую, стряхни с себя аульную пыль. Не нужно все это никому. Только жить нам мешает. Пойдем веселиться, нас ждут. Что с тобой? Что с тобой сегодня случилось? Извини меня. Я тебе столько про Самата рассказал. А сегодня сама видела, нет его больше. И Донди больше нет. Из аула написали, что ее замуж выдали. Быстрее, быстрее. Я еще вчера говорила, гроза будет. Здравствуй, Лидия. Здравствуйте, ну что же. Да вот не смогли мы к свадьбе. А ведь такая жалость не проходите, на проходите. свадьбу. Наконец-то выбрались, а я уж обижаться стала. Ну, Илья, Ай. насквозь промокли. А это моя невестка. А, красавица. Да, да. Хорошую жену наш Мирет себе выбрал. Тьфу-тьфу-тьфу. Это чтоб не сглазить. Ах ты моя милая, дай погляжу на тебя. Счастливая, хорошая. Наджан, как свадьба-то прошла? Рассказывай. Да, народу-то много Ой, было. И не говорите, такую свадьбу устроили. Уж Торе постарался. Пришел, сынок. А, Мэрит, здравствуй, поздравляю тебя. Здравствуй, Мирет, поздравляю, большого счастья тебе. Так говоришь, хорошая свадьба была. Прямо на славу. И чего только не было. Одних барашков сколько, столы прямо ломили. А гости, Эльнаджан, кто был? Да, ну, считай, кому весь наш расскажи. аул. И из соседних уважаемые люди приехали. Жалко, что вас не было. Это тебе. Донди, что с тобой? Они тебя чем-нибудь обидели? Мама! Мама! Что, сынок? Ну сколько можно говорить тебе? Что Накинулись. такое? Одна тьфу-тьфу, другая тьфу-тьфу. Что-то такого. Невесту всегда разглядывают, хвалят. В этом ничего особенного нет. Такой обычай. Этот обычай забудь. Хорошо, Мирет. Только успокойся. И не нужно кричать на меня. Вот уже месяц прошел, Донди. А я даже не видел, как ты улыбаешься. Ты что, не можешь забыть этого мальчишку? Да? Извини. Это я не потому, что ревную. Просто я больше не могу выносить твое безразличие. А может, тебе что-нибудь не хватает? Ты скажи. Я все сделаю. Только не хмурься. Не мучай меня. Пожалуйста. Я ведь люблю тебя. Мэрит, не мучай себя понапрасну. Отпусти меня. Добрый день, Тарага.
Здравствуй, Чары. Правда, что моя дочь приходила к тебе? Да, она была у меня. Что это ей вздумалось к тебе прийти? Ведь у нее же есть родители. За советом она приходила. Значит, ты посоветовал ей уйти из дома свекрови? Да нет, такого совета я не давал. Никто, кроме тебя, этого сделать не мог. Торреага, вы ошибаетесь. Она сама решила уйти из дома свекрови. Поверьте, я тут ни при чем. Рассказывай. Чужая беда, чужой позор тебе, видно, в радость. Да нет. Ну как вы не хотите понять, Торреага? Я же говорю вам, она сама нашла свою дорогу, верную дорогу. И вот этому я не могу не радоваться. Чары! А, Чары? Чего в дом гостя не зовешь? Советую не забывать, Чары. Торре всегда долги платит. В общем, можешь не сомневаться. Расплачусь сполна. Сынок, кто это тут расшумелся? Уж больно грозен. Торре вроде. Ага, отец. Торре. Что же теперь будет? Господи, позор-то какой! Ну, хватит. Ты сам посуди. Как людям-то в глаза смотреть? Ну, перестань плакать. Тут слезами не поможешь. Ты не сомневайся. Я Донди верну. Верну. Я тебе говорю, привезу дочку.
Так на чем мы остановились, Михри? А? Я самый храбрый джигит, прыг-скок. Я самый храбрый джигит. Прыг-скок. Никого я не боюсь. Пок-пок. За любым гонюсь. Прыг-скок. Михри, ты почему не слушаешь? Что ты хочешь спросить? Я хочу вас спросить. Спрашивай, не стесняйся. Ну что ты молчишь? Что ты спросить хотела, а? Спрашивай. Скажи мне на ушко. Ну, иди ко мне. Иди ко мне, Михри. А когда моя мама придет? Вот что. Твоя мама скоро придет. А я что придумала? Ты сказку расскажешь. Ты почему уехала? Как ты могла? Я не могла иначе, папа. Мы с матерью как будем жить теперь? До конца дней нас покрыло позором. Вот чего ты добилась. Нет, нет, папочка, не говори так. Ты же сам знаешь, как я вас с мамой люблю. Я все делала, чтобы вам лучше было. Но больше я жить так не в силах. Прости меня. Доченька. Пойдем-ка, дочка, домой. Мне хорошо с детьми. Потом я учиться хочу. Уже на подготовительные курсы поступила. Нет, дочка. Одинокая женщина не может быть счастливой. Кто угодно обидит ее, и защитить некому будет. Собирайся, дочка. Нет, папа. Последний раз говорю, поехали домой. Если откажешься, я тебя навсегда вырву из сердца. Не поеду, папа. Войдите. Здравствуй. Здравствуйте. Садитесь. Выпейте чаю. Видишь ли, дело какое. Мне нужна
твоя помощь. Что вам от меня нужно? Донти из аула уехала, мужа оставила. Донди ушла от мужа? Да. Я сюда. За ней приехала, она не хочет возвращаться. Тебя она послушает. Вернется. Вы отняли у меня самое дорогое. Вы Донди поломали жизнь. А теперь хотите, чтобы я своими руками вернул ее обратно к мужу. А вы пробовали сами себя душить. А ты злопамятный, Энвер. Да, злопамятный. Что старое ворошить? Я же пришел за помощью. Ты один можешь меня от позора спасти. А кто во всем виноват? Я? А может, Донди? Нет, Тарага, во всем вы виноваты. Просто я мечтал, чтобы моя дочь была счастливой. В чем моя вина? Поздно уже, давайте спать ложиться. Энвер. Спокойной ночи, Торрега. Не дай Бог тебе пережить когда-нибудь такое. Ты один можешь меня от позора спасти. Я мечтал, чтобы моя дочь была счастливой. В чем моя вина? Я рад, Энвер, что твое сердце услышало Торе. Пойми, судьба каждого из нас – это продолжение судьбы многих поколений, крохотная веточка на огромном дереве истории народа. Только осознав это, человек становится человеком, начинает чувствовать ответственность и за прошлое, и за будущее. И только тогда он может развеять эту белую мглу, мглу непонимания.
Быстрее, быстрее, Донди. Не отставай. Мы опаздываем. Нет.